Иванов Вячеслав Всеволодович, академик РАН, советский, российский и американский лингвист, профессор отдела славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, директор Института мировой культуры МГУ, директор Русской антропологической школы РГГУ. Исследования посвящены исторической и сравнительной лингвистике, семиотике, психолингвистике, математической лингвистике, литературоведению, истории, культуры, антропологии. Sana bozyak kaş, dünya çudolato, uyrana lomuguş, Я хочу рассказать о возможностях современной науки, касающейся древних языков, древних культур и населения, которое пользовалось этими языками и культурами. Причем сейчас мы пытаемся установить какие-то возможности совместной работы гуманитариев и биологов. Сейчас много говорят о новых проектах наукоградов вроде Сколково. Мне кажется, что было бы интересно понять, что 21 век, по словам великого антрополога Леви-Стросса, должен быть веком гуманитарных наук, или его не будет, угрожающе добавлял Леви-Стросс. То есть нам нужно понять самих себя, понять человечество и его историю, чтобы не совершить новых ошибок. И поэтому занятие даже далеким прошлым оказывается очень нужным и важным. И для этого сейчас появляются новые возможности. Мой рассказ касается одной области Древней Италии, Этрурии, области, которую в первом тысячелетии до нашей эры, то есть 2000 лет назад и больше, чем 2000 лет назад, занимала народность этрусков. Значит, вы видите на карте, вот приблизительно это часть Италии, к северу от города Рима. Этрусские места начинаются очень близко к Риму и идут дальше на север, просчитанные. Вот на острове Лемнос найдены некоторые надписи на языке очень похожем на этрусский. Представьте, после нескольких занятий с ребятами на этом кружке, я им показал фотографии надписей, найденных на Лемносе, и двое ребят, там человек 10 сидело, они мне закричали: этот человек умер в возрасте 40 лет. Вот это слово «авил» они уже знали из этрусских надписей, но знали также и этрусские числительные. Но я потом всегда рассказывал, что школьникам удается гораздо больше, чем серьезным ученым. Потому что серьезные ученые читают в книгах, что язык не дешифрован, но они и поверят. Значит, рекомендую вам не верить тому, что в ученых книгах пишут, особенно не. Вот когда пишут, что что-то там не сделано, не ясно. Проверьте сами, может быть, вам даже удастся что-то установить. Теперь следующее слово необычайно интересное. Здесь в этом тексте оно написано «зик». Иногда оно пишется с последней буквой, которую можно читать как греческое «х». То есть это либо «зик», либо «зих». И значение этого слова – письменный текст, но это слово связано с глагольным корнем, который означает «писать». И более того, мы знаем, что по-этрусски «было написано» или «был написан» будет «зихухе». И вы видите
что действительно это есть в нашем тексте. Зих встречается в нескольких этрусско-латинских параллельных билингвальных двуязычных текстах, и там переводится как латинское «liber» – «книга». То есть это нечто написанное, ну, как по-английски writing от write, да? Нечто написанное, ну, в общем виде что-то вроде русского письменность, да, письменность, письменный текст. Но также книга, письменный документ. Так вот, зих, представьте, существует в коптском языке в похожем значении. Ну, как связаны этруски были с Египтом? Ну, как один из культурных народов Средиземноморья. Они, конечно, торговали с Египтом, плавали туда, что-то о Египте знали. Но, по-видимому, это слово вообще было широко распространено вокруг. Один грузинский ученый давно отметил, что производная зихни очень похожа на грузинское слово с этим значением «книга». То есть, по-видимому, для некоторых языков Закавказья это был тоже один из старых терминов, обозначавший письменный текст. Итак, немножко еще поговорим о производных от слова «зих». «Зих» – писать, «зиху» имеет значение писец и писатель, но я хочу пойти немножко дальше в чтение того текста, который перед нами, и сказать вам, что мы, по-видимому, можем также понять непосредственно следующее за этим слово, корень, видимо, спар с каким-то окончанием, которое может иметь значение таблица, и, скорее всего, это форма падежа, которую мы можем понять как отложительный падеж, просто по другим похожим употреблениям такой формы. Это отложительный падеж, то есть отложительный значит от чего-то. Но этот отложительный падеж в этрусском часто выступает в роли как бы нашего творительного, посредством чего-то. Ну, немножко вас попугаю лингвистической терминологией. Есть очень важное лингвистическое понятие «эргатив», от того же корня, которое вы знаете по слову «энергия», греческий корень. Эргатив – это падеж деятеля. Для многих языков наличие эргатива – это одна из основных грамматических характеристик, и, по-видимому, эта грамматическая характеристика была в этрусском языке, и это для нас важно. То есть тут речь идет о том, что нечто делается посредством вот этой таблицы спар и так далее. Дальше используется слово, которое означает «дом», и скажу вам результаты всех этих наших лингвистических построений. Из мозаики всех этих форм получается, что документ, письменный документ был написан большой группой людей, там перечисляются эти люди в начале текста и в конце текста. Большая группа людей участвовала в совершении некоторого акта, связанного с владением определенным зданием или домом. Вот этот юридический текст был записан на металле, поскольку важно было сохранить его как свидетельство о собственности. И то, что это юридический текст, облегчает нам его понимание, то есть мы там некоторые этрусские юридические термины в состоянии понять.
По мере того, как мы овладеваем этрусским языком, возникает очень важная проблема. Можем ли мы понять, как его классифицировать? К каким семьям языков мира его можно отнести? Эту задачу попытался решить очень давно замечательный датский ученый Томсон, которому наука обязана тем, что он расшифровал самое древнее руническое письмо тюрков. Вообще сделал очень много в разных областях науки о языке, лингвистики и науки о дешифровке древних текстов. Его маленькая книжечка об истории языкознания переведена на русский язык. Томсон примерно уже больше 100 лет назад занимался вопросом о родстве этрусского языка, который он очень мало знал. В это время было буквально несколько форм известно всего, но он обладал огромной интуицией. И он пришел, как я полагаю, к правильному выводу. Он пришел к выводу, что, по-видимому, это язык родственный той группе языков, которая сейчас называется северокавказской. Это основная группа языков, на которых говорят к северу от Закавказья, то есть это дагестанские языки, нахские языки, чеченские, ингушские, ему родственные, и абхазские и адыгские языки на берегу Черного моря.